улучшением погодных условий начинается и весенний посев. Чтобы собрать хороший урожай, недостаточно просто бросить семена в землю. Одновременно нужно вносить удобрения. Без них качество получаемого урожая снизится в разы. За этот важный этап тут отвечает Магомед Полонкоев. На поле трудится уже 12 лет. Работа мужчине нравится. Здесь он проводит большую часть своего времени. Погода же, погода лучше, болбишники, которые сюда, все годины болбы, погода, Работа аграриям предстоит нелегкая. 500 гектаров ярового ячменя они уже засеяли. Осталось еще 300. Чуть дальше будет расти лен, он займет 800 гектаров. Уже через 3 дня семена дадут первые ростки. Посев планируется закончить до конца апреля. В этом году у нас немного поздновато мы начали, потому что из-за погодных условий мы начали, немного позже начали. Но все равно мы темпы сейчас не упускаем. С каждым годом у нас увеличится посевная площадь. То, что мы им сеем. 300 гектаров еще хотят они посеять. Сверх плана. То, что задание мы и дали, сверх задания они еще посеют. Но на сегодняшний день у них здесь никакого простое, то, что поломалось трактор там или сеялка, у него ничего нет. Работа идет нормально. На поле задействовано около 10 единиц техники. Тракторы, вспашки, бараны, культиваторы. Используются элитные семена, также лучшие удобрения. В период посева они вносятся под вспашку. Глубина заделки 10-25 сантиметров. Это будет способствовать развитию корневой системы. Иногда дополнительно рассыпают удобрения в междурядье. Вместе с семенами носятся удобрения. Это значит комбинированный посев получается. Удобрение – это же питание. Там содержится азот, фосфор, калий по 16%. Вот если мы их вовремя подкормим, мы получим больше урожая. И дружные исходы у нас будут. Урожайность культур зависит от целого ряда факторов, и на некоторые из них аграрии повлиять не могут. Но если использовать все доступные методы правильно, результат не заставит себя ждать. Положительная статистика за последние несколько лет в ГУПе говорит о том, что перспективы урожайности сельскохозяйственных культур неплохие. Пшеницу получили 30 центнеров, также ячмень получили 30 центнеров. Кукурузу получили, 45-50 получили. Результаты неплохие были, хорошие результаты. Я думаю, в этом году тоже мы получим такие же результаты. Потому что и министр сельского хозяйства, и правительство, все за то, чтобы эта работа пошла нормально. Главное, чтобы погода не подвела. Богатый урожай, в свою очередь, снизит потребность импортной сельхозпродукции. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.